Здравствуйте, ребята! Начинаем наш онлайн-урок по физической культуре. Тема урока – легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 200 и 400 метров. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Первое. К занятиям по легкой атлетике допускаются учащие, прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Второе. Надеть спортивную форму и обувь. Третье. Внимательно прослушать инструктаж преподавателя о выполнении физических нагрузок. Четвертое. Провести разминку. Пятое. В беге на короткие дистанции бежать строго по своей дорожке. Шестое. Прыжки в длину. Убедиться, что песок в прыжковой яме рыхлый. В секторе для прыжков никого нет. При выполнении прыжка приземлиться на обе ноги. Совершать прыжок по сигналу учителя. Седьмое. Метание. Не брать снаряд для метания без разрешения учителя. Убедиться, что в секторе для метания никого нет. Совершать попытку по сигналу учителя. Восьмое. Соблюдать дистанцию во время бега, чтобы избежать столкновений. Не толкать других участников забега. Техника бега на 200 метров. Первая половина бега на дистанции 200 метров отличается по технике от бега на 100 метров тем, что бег происходит по повороту. Техника старта остается такой же, как и на 100 метров. Главная особенность бега по повороту – это наклон всего тела бегуна в левую сторону для борьбы с развивающейся центробежной силой инерции. Техника бега на 400 метров. Мало чем отличается от техники бега на 200 метров, особенно на первых 200 метров дистанции. Дистанция является самым длинным спринтом, очень трудная дистанция и довольно узкая специализация, потому что она требует невероятной выносливости при предельных мощностях. Перед спортсменом стоит задача грамотно распределить свои силы на протяжении всей дистанции. Домашнее задание. Первое. Какие короткие дистанции вы изучили на сегодняшнем уроке? Второе. Какие короткие дистанции вы еще знаете? Дорогие дети, вы получили основное содержание по данной теме. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их учителю. Спасибо за внимание.